Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто будет предлагать вам отношения в скором времени? Давайте посмотрим, кто этот мужчина и какие отношения вам будет предлагать. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо. Все песочек покажет сам и расскажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а вы популярная девушка. Прям очень популярная. Так, мои дорогие, это отсыпка общая. Не забываем. Свое берем, чужое пропускаем. Смотрите, я вижу, что вам кто-то нравится. Вот есть такое, да, нравится мужчина. Либо вы просто считаете этого мужчину симпатичным, приличным, интересным. У кого-то уже гляделки вовсю идут, у кого-то уже знакомство произошло, а у кого-то просто симпатия, да, вот вы наблюдаете какого-то мужчину и думаете: о, интересный, о, симпатичный, да, вот какие-то такие у вас мысли. Вот именно этот мужчина, он и будет предлагать вам отношения. Но есть одно но. Мужчина не может вам предложить вот прямо сейчас что-то очень серьезное, потому что у мужчины есть какая-то вот работа такая с разъездами связана, либо связана с тем, что ему придется там ехать куда-то на работу, причем на такой прям, знаете, приличный длительный срок. И, возможно, у вас состоится разговор, и мужчина, вот прям вам так и скажет, что: понимаешь, ты мне очень нравишься, и я бы очень хотел попробовать, но вот такая вот ситуация. Вот дождешься ли ты меня, будешь ли ты меня ждать? И вам придется дать ему ответ. На самом деле, в наше время можно ведь не только лично общаться, можно и в интернете общаться, и во всяких мессенджерах, понятное дело, телефон. Понятно, что качество не то, но тем не менее, да, вот я вижу такое предложение: общаться типа онлайн, либо по телефону. И если вы согласитесь, то, в принципе, это хороший момент, да, вы лучше друг друга сможете узнать. Опять же, когда люди лично общаются, могут быть какие-то заминки, могут быть какие-то моменты, когда хочется показаться лучше, чем ты есть на самом деле. Причем это к двум сторонам относится. И, может быть, это и к лучшему, да, то, что вы будете в интернете общаться, либо по телефону. Я вижу, что этот мужчина уже давно на вас глаз положил, тот, кто вам нравится, но знает то ли о вашем характере, то ли какие-то сплетни о вас ходят, да, что вы такая пожирательница мужских сердец, женщина-охотница. Может быть, еще он какие-то вот слышал разговоры о том, что вы очень требовательная в отношениях, что вы очень крутая, да, что не так-то просто к вам подойти и не так-то просто добиться вашего внимания. То есть что-то он знает про вас такое, может, это и неправда, да, но что его немножко останавливает. А у вас лицо такое, знаете, строгое, да, я скажу так, строгое. Вот как-то строго по-особому смотрите на мужчин, причем на всех. Может быть, это связано с вашим прошлым, да, потому что мужчины могли и обижать, и разочаровывать. А может быть, в принципе, да, вас так родители, мама воспитала, да, что будь недоступной, да, будь недоступной. И если мужчина адекватный, то он будет стараться, он будет там сам делать первые шаги, там, добиваться. То есть такое еще может быть. Я вижу, что он к вам подойдет. У кого-то еще может отыграться, что он вам может написать даже, да, где-то раздобудет ваш номерочек, либо, может, уже пасется в ваших соцсетях и может написать, а может просто подойти. И вот первое, с чем он подойдет, это вот спросит
попросит, вернее, да, о какой-то помощи, либо у него какой-то вопрос, и вот не могли бы ли вы там что-то там объяснить, показать, рассказать, поучаствовать даже, может быть. Вот с чего-то такого нейтрального зайдет. Ну, вот просто подойти и сказать, что ты мне нравишься, можно тебя пригласить там в кафе. Нет, он так не будет действовать, потому что, ну, вот правда наслышан о вас, и опять же, вы как-то очень строго всегда смотрите на мужчин. Может, вы на него впрямую и не смотрите, да, может, он переживает. Ну, девочки, что есть, то есть. Если вы уже общаетесь, то, скорее всего, мужчина скажет о том, что ну, вот так и так мне нужно ехать. И получается, что он вам предлагает общаться онлайн. Вот, если вы соглашаетесь, вы общаетесь. Если нет, то нет. Сейчас я еще хочу посмотреть на картах. Ну, вот какая-то такая ситуация. Это для тех, у кого есть симпатия. Да? Не у всех есть симпатия, я это тоже вижу. Ух ты, ничего себе. Ну да, куда-то нужно ехать, а он пока про это либо сам не знает, либо скрывает. Видите, надо куда-то ехать. И очень много разговоров о вас ходят. Таких разговоров, что вы, ну вот, не подойдешь, не подъедешь к вам, понимаете? Вот такие разговоры ходят. Может, там обиженные мужчины рассказывают, трепятся. А может, завистливые женщины, да, типа таким образом. А вас как конкурентку пытаются устранить. Ну вот куда-то ему ехать. У кого-то еще не знает, а у кого-то знает, ну и очень переживает по этому поводу мужчина. Хорошо, это понятно. Ну а что с самим мужчиной? Что за мужчина? Качество мужчину интересует, способности, умение любить, умение быть добрым, нежным, заботливым, внимательным. Так, что про его качество скажут карты? Ну, клевер, хороший мужчина, хороший. Хороший, умный по лисе, тут прям изобретательный такой, знаете, интересный, с ним вообще скучно не будет. Умение, знаете, как не жить, но выживать. Да? Вот креативные мысли у него в голове, ход мышления креативный. Ну, точно хороший. Много сможет в жизни преодолеть, многого добиться. И прям такой, знаете, вот создан для семьи, либо мечтает о семье. Девочки, ну, если нравится, так нравится, да. Он подойдет, поговорите, либо скоро вы поговорите. Ничего страшного, можно и онлайн общаться. На расстоянии как раз и чувства проверяются, и как любовь настоящая или нет. Дальше, мои хорошие, показывают какого-то женатика. Прям женатый мужчина, и вы его знаете. Может быть, общаетесь на работе, например, либо в одной компании. Может быть, по соседству. Что вообще какой-то мужчина, муж вашей какой-то знакомой, либо подруги. Смотрите, этот мужчина, он разводиться точно не будет. У него кишка тонка. Со своей женой, но он несчастлив. И она с ним несчастлива, и он с ней несчастлив. Но у них что-то есть общее, ради чего они вместе живут. Ну, допустим, жилплощадь, дети, там, бизнес общий, да, что-то есть. И люди несчастные, но продолжают вместе быть, потому что не хотят терять что-то для них важное. Да? Но это не про любовь и не про друг друга. Это вот либо дети, либо скорее всего, материальная какая-то подоплека, потому что дети никогда не были причиной тому, чтобы люди сохраняли брак. Скорее всего, да, материальное мне идет, что-то материальное. И вот этот мужчина, знакомый, он уже давно на вас посматривает, я даже больше скажу, он давно в вас тайно влюблен. И многие из вас прям догадывались, да, что что-то тут не так, что-то нечисто. Потому что этот мужчина всегда на вас так смотрит, как будто бы он, ну, сейчас вас скушает, да, как будто бы вы такая сладенькая, как мороженка, да, вкусненькая. И да, вам не казалось, так оно и есть на самом деле. Он давно мечтает, и я вам даже больше скажу, он давно уже с вами спит. Но нет, не пугайтесь, не в том смысле. Засыпает с мыслями о вас, представляет вас, да, что это вы с ним рядом, а не его жена, что вы его согреваете, что вы с ним нежная. То есть какие-то такие вещи, да.
очень ему хочется именно вот интимной жизни с вами. И, возможно, у него интимной жизни с его женой уже давно нет. Ну вот, в принципе, не, да, они могут жить вместе, они внешне выглядят как семья, но никакой интимной жизни у них нет. Ну, как опостылили друг другу, да, бывает такое. И вот я вижу, что этот мужчина, будучи в каком-то видоизмененном состоянии, ну, допустим, нетрезвый, да, ну вот выпил человек немножко, расслабился, может, и немножко выпил. И он, ну, начнет к вам, ну, реально приставать и рассказывать, что вот, там, тебя хочу, не могу, ты мне снишься, я там об тебя обжигаюсь, да, ты мне нужна, я для тебя, ради тебя, там, все, что хочешь. Вот с неба звездочку достану, там, жемчужинку с моря, с морского дна там подниму. В общем, будет вам там рассказывать, приставать к вам, конечно же, начнет. И что вы должны знать? Во-первых, вы должны знать, что он никогда не разведется. Прям никогда. И второе, что вы должны знать, что он в постели не очень. Прям совсем не очень. Это какое-то разочарование, да, вот его способности именно в интимном плане. Стоит ли вам с ним связываться? Ну, конечно, решать вам, выбирать вам. Но, как по мне, так прям совсем не стоит. Тут даже, знаете, вот эта поговорка «с поганой овцы хоть шерсти клок» вообще не проходит. То есть с него даже никакой шерсти клок не найдется. То есть это сплошное разочарование. Плюс я вижу, что и вы не такой человек, что вы навряд ли вступите в такие отношения. Ну, мало ли, там тоже, может, что-то выпьете, да. И оно иногда так бывает, случается, да. Так что, мои хорошие, лучше подальше от этого человека. Да, он вам правду скажет, что он там о вас мечтает, желает, что он давно влюблен. Но любовь ли это? Ну, такое, знаете, сомнительное, конечно. Больше вот мне идет по желаниям, да, желание. Вы ему кажетесь просто какой-то богиней, да, самой желанной. Его так никто не впечатлял. Но, с другой стороны, он же не сможет вас впечатлить, понимаете? Полное разочарование. А еще этот мужчина, он очень такой какой-то липучий, знаете, вот такой прям прилипнет, как банный лист, и потом попробуй оторви. Потом он может вас скомпрометировать, да? Если это в одной компании, прям совсем нехорошо. Если на работе, тоже нехорошо. То есть понимаете, что рисков очень много. Оно того не стоит. Рассчитывать, что он там будет как-то вам помогать, делать какие-то широкие жесты, подарки. Он говорить может, но делать не может. Понимаете, там, возможно, эта жена очень сильно контролирует его кошелек. И поэтому, ну, навряд ли. Он пытается выдавать желаемое за действительное. То есть, что вот я такой щедрый, дай мне шанс, туда-сюда. Но вам нужно быть мудрой и понимать, что этот мужчина, во-первых, он кому-то принадлежит, во-вторых, он семейный, а в-третьих, он, ну, не такой, как он про себя говорит, либо не такой, каким себя показывает. Вот это вы должны для себя понимать. А предлагать он вам будет, ну, именно интимные отношения, да, быть любовниками. Конечно, будет обещать брак, но не сможет вам обеспечить свое обещание. Так, еще, мои хорошие, показывают чьего-то бывшего, причем очень сильно бывшего. Человек, с кем у вас ссора, скорее всего, произошла, ну, либо как-то бурно вы расстались, да, такое тоже может быть. И этот бывший прям нарисуется и очень нагло себя поведет в плане того, что, ну, типа, я больше на тебя не обижаюсь, да, я тебя простил, все, давай, мы опять вместе. Вы от этой наглости просто, вот, знаете, задрожите, скажете, вот паразит, сейчас тебе покажу, да, простил ты меня, тоже мне прощальщик нашелся. У вас прям, знаете, кожа позеленеет, да, от его вот этой наглости, от такого вот дерзкого поведения. Как будто бы это вы виноваты были, как будто бы, ну, вы за ним бегаете, что ли, да, что типа, ладно, я там тебя прощаю, так и быть, да, я тебя прощаю, все, можешь ко мне вернуться. И это еще будет как-то сказано при каких-то свидетелях, понимаете, еще больше это вас возбудит. И вы, конечно, там сдерживаться не будете, не знаю, по шапке надаете, но леща точно дадите.
И еще я вижу, что вы окончательно в этих отношениях, да, вот уже без каких-либо там возможно, но, да, поставите огромную точку. Вот лично для себя поставите точку. Ну и мужчине эту точку, наверное, на лбу нарисуете. И как несмываемой краской, да, пусть ходит и помнит, что все-таки это вы его оставили, да, а не он вам с барского плеча дает прощение. Ну, вообще какой-то беспардонный товарищ, не знаю, как вас угораздило. Хотя, да, любовь зла, а козлы этим пользуются. Но, тем не менее, да, вот как будто бы ничего и не было. Либо я тебя прощаю, все, давай, можешь ко мне вернуться. Ну, много на себя берет этот мужчина. Ну, вы знаете, как мужчин на место ставить. Да, вот такая вот отсыпочка, мои хорошие. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.